Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Открытый вопрос». В этом году Национальному банку республики исполнилось 25 лет. Банковская сфера стала предметом разговора на встрече президентов Абхазии и России в Москве в феврале этого года. Главы стран обсудили вопрос повышения возможностей банка в Абхазии по кредитованию реального сектора экономики. Речь зашла и о докапитализации банка. Подробнее об этом и других проблемах развития банковской системы нашей страны мы поговорим сегодня с председателем Национального банка республики Бесланом Барателли. Беслан Владиславович, здравствуйте. Добрый день. В этом году вы отметили юбилей. Насколько изменился облик Национального банка за этот период? Действительно, в этом году, в феврале, у нас был юбилейный праздник 25-летия банковской системы Республики Абхазия. Это большое событие. Система стала формироваться еще на закате становления нашего современного государства перед нашей Отечественной войной, и прошла очень сложный этап своего развития. Огромное количество энергии было потрачено и руководителями организации Национального банка в предыдущие годы, и руководителями коммерческих банков, поскольку фактически приходилось строить систему с нуля в тяжелых условиях, когда Абхазия находилась в условиях санкций, в блокадных условиях, когда не было возможности подкреплять корреспондентские счета, оплачивать, осуществлять переводы полноценно, в силу того, что мы не были признанной страной. Но, тем не менее, усилием многих людей система развивалась, выстояла и фактически сегодня представляет полноценную систему современного абхазского государства. Безусловно, ставит перед собой новые задачи, развивается и вносит вклад в развитие нашей страны. В настоящее время в Абхазии, говорят специалисты, существует устойчивая система банковская, но при этом есть определенные недостатки в плане привлечения капитала. Я сейчас хотела бы вам предложить посмотреть комментарии доцента кафедры АГУ и кандидата экономических наук Арсуа Хашба. В банковской системе Абхазии есть существенные проблемы. Эти проблемы, на мой взгляд, они как в пассивной части находятся, так и в активной части находятся. К примеру, в пассивной части у банков есть проблемы с привлечением капитала. Наши банки, вообще банки работают в основном на клиентских деньгах, не на своих. И поэтому эти клиентские деньги банки должны привлекать. Но в Абхазии эти клиентские деньги привлекать очень сложно, потому что у клиентов нет денег или их очень мало. И поэтому пассивная база у банков достаточно скудная. И так как не развит рынок капитала, привлекать банки могут только лишь депозиты населения, остатки на клиентских счетах, либо ресурсы Национального банка. Тогда как, скажем, в российских банках это могут быть векселя, депозитные сертификаты, облигации, акции выпускают, межбанковский рынок развит, и поэтому там возможность привлечения капитала намного больше. Понятное дело, что мы не обладаем таким большим инструментарием, которыми обладают российские коммерческие банки, в силу того, что у нас и доступ к финансовым рынкам ограничен, и многие российские банки боятся входить с нами в прямой диалог, в контакт, в силу того, что могут попасть под международные санкции и по известным обстоятельствам. И используя этот скудный инструментарий и достаточно небольшие финансовые возможности, мы пытаемся выстраивать нашу банковскую систему. Хочу обратить внимание на то, что сам собственный капитал Банка Абхазии – это 370 миллионов рублей, который был сформирован много лет назад. Когда-то, может, это были большие деньги. Сегодня 370 миллионов, которые представлены во многом с основными средствами, зданиями, сооружениями, а свободными деньгами меньше половины. Построить эффективную, самодостаточную систему очень сложно. И остатки на клиентских счетах небольшие, доходы населения очень маленькие, люди мало вкладывают в банки, поэтому ресурсов не так много. Но нам главное, что идет процесс, мы и пытаемся из года в год увеличить возможности банковской системы, увеличить кредитный портфель с тем, чтобы вовлечь большее число людей в процессы кредитования нашей экономики. Тут, мне кажется, стоит поговорить и о доверии банкам, потому что то, что произошло в 90-е годы, люди до сих пор помнят. И мне кажется, население неохотно хранит деньги в банках. Что вы делаете для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? Безусловно, вопрос доверия один из самых главных в развитии банковской системы. Это как
вопрос репутации человека. Репутацию можно испортить за один день, а выстраивать авторитет и репутацию нужно годами. Безусловно, наши граждане, и не только наши граждане, а все те, кто вышли из Советского Союза, пережили очень сложный период своей жизни, который был связан с потрясениями. Люди потеряли значительные средства, которые хранились в советских банках, когда рухнула страна. Потом в 90-е годы тяжелый период перестройки и кризиса, когда все время меняли деньги, проводили деноминацию, то они девальвировались, то замораживались и так далее. Естественно, у населения существует обоснованный определенный страх к тому, что могут возникнуть сложности с возвратом вложенных в банковскую систему средств. Но, конечно же, время идет, и доверие потихоньку к банковской системе увеличивается, и об этом свидетельствует статистика. За последние 3 года сумма депозитов, то есть вложение средств населения в банки, увеличивается. Это связано как с ростом доходов населения, с одной стороны, так и с наметившейся стабильностью в развитии банковской системы. Ведь благодаря усилиям, в том числе и Национального банка, банковская система Абхазии закрыла год прошлый с плюсом. Большинство банков Абхазии закрыли год с плюсом, несмотря на... А сам Национальный банк удвоил прибыль, несмотря на то, что мы развиваемся на фоне кризиса, связанным вот с теми событиями, которые происходят в России, на российском валютном рынке. Законодательство в некоторой степени способствует росту доверия. Государством гарантируется возврат вкладов до 100 тысяч рублей через систему страхования вкладов. То есть сегодня, если гражданин Абхазии, у нас 8 банков, в каждом банке положит сумму до 100 тысяч рублей, то есть 8 на 100, вот 800 тысяч рублей гарантированно он получит от государства в случае, даже если банк лопнет, обанкротится. То есть существует это маленькая сумма. Маленькие суммы. Это другие, допустим, те, кто желает хранить в банках миллионы, например. К счастью, в Абхазии... Для вас это нужные клиенты. Безусловно, к счастью, в Абхазии есть граждане, которые депонируют средства в коммерческие банки Абхазии и не 1 миллион рублей. То есть определенное доверие к системе существует. В июне 2015 года была запущена программа кредитования малого и среднего бизнеса. Расскажите подробнее, какая сумма на это выделена и какие условия вообще этой программы. Национальный банк проводит денежную кредитную политику, и вопросы кредитования занимают не самую главную роль в системе. Но учитывая, что у населения существуют серьезные проблемы с доступом к кредитам, учитывая, что у коммерческих банков отсутствуют свободные средства, чтобы кредитовать население, мы все-таки, как Национальный банк, попытались разработать программу, которая направлена на простых граждан с тем, чтобы увеличить возможности людей получить кредит. Понятное дело, что кредитные ресурсы ограничены. Национальный банк определил сумму в 200 миллионов рублей, которые выделил коммерческим банкам на цели кредитования. Но эта сумма, безусловно, очень маленькая. Запрос на кредитные ресурсы в Абхазии более 50 миллиардов рублей. И 200 миллионов – это капля в море. Но, тем не менее, учитывая наши скудные возможности, мы заложили какой-то принцип, определили правила, определили требования к заемщикам и запустили этот процесс, в результате которого на сегодняшний день из программы, ориентированной на сумму в 200 миллионов рублей, освоено больше 150. Вот буквально в течение месяца-двух вся эта сумма будет освоена, и мы можем сказать, что программа была реализована. Что меня радует, я буквально вчера получил данные по этой программе. Из всех заемщиков, которые взяли кредиты по этой программе, а уже начался возврат денег, из 100 с чем-то заемщиков у нас только один показал проблемы с выплатой процентов. Это очень хороший показатель. То есть он платит проценты, но не своевременно, там мы выясняем причину, почему это происходит. Но тем не менее, это очень хороший показатель. И почти 100% обслуживание кредитов. И уже идет процесс возврата по графику. И уже первый миллион вернулся в Банк Абхазии назад по этой программе. И по мере того, как у нас появятся дополнительные средства, мы, безусловно, будем ориентироваться на реализацию таких программ.
Очень много было критики, связанной с тем, что, во-первых, суммы небольшие, до 1 миллиона рублей в основном, что за деньги, ничего не сделаешь, недостаточно и так далее. Но когда всего на всю Абхазию 200 миллионов рублей, не хочется давать кредиты по 20 миллионов, чтобы 10 граждан Абхазии получили кредиты, остальные были недовольны. И вторая критика была связана с тем, что не каждый желающий мог получить кредит. Да, кстати, вот мы проводили такой небольшой опрос и спрашивали у населения, что их волнует вот по этой проблеме. И один из наших респондентов как раз сказал о том, что обращался в Национальный банк, и ему было отказано, хотя у него были все основания получить этот кредит. Я сейчас предлагаю посмотреть его комментарий. Чтобы банк кредит взять, надо заложить или квартира, или дом. И одну квартиру не помогает, 2-3 квартиры надо заложить. Вот в чем проблема. Ну, я бы хотел 2 миллиона взять. Хотел расширить, свой бизнес. А в залог что хотите оставить? В залог я 3-комнатную квартиру. И это, говорит, недостаточно, говорит. Надо еще, говорит, дом, либо, говорит, и еще 2 квартиры. А где находится ваша квартира? Квартира находится в центре города. В этом году вы обращались? Да. В Национальный банк вы обращались? Куда вы обращались? Какой именно Как банк? раз таки Национальный банк, да. Получается, чтобы получить кредит у заемщика, должна быть недвижимость, стоимость которой превышает стоимость кредита, да? Так получается? Да. Понимаю желание людей получить кредит, но мы исходим из того, что законами Республики Абхазия предоставление кредитов без обеспечения запрещено. То есть мы не можем под залог взять, например, единственное жилье людей. Вот если они живут в этой квартире или в доме, и больше нет других мест для проживания, особенно если в доме живут дети, пожилые люди, мы такие залоги не принимаем, потому что в случае возникновения проблемы выселить людей мы не сможем и не хотим. Поэтому мы можем принять в залог только 2-е или 3-е имущество, которое есть у потенциального заемщика. Это первое. Второе, когда речь идет о том, что, как в данном примере стал вопрос, заемщик хочет получить кредит размером в 2 миллиона рублей и в качестве обеспечения предоставляет квартиру в центре города. Но сама квартира стоит 2 миллиона. И то ее нужно продать, найти покупателя. Но ведь банк не нуждается в квартирах. Что такое залог для банка? Залог – это возможность вернуть деньги. В случае, если, условно говоря, заемщик взял 2 миллиона рублей и не вернул деньги, а риски всегда существуют, банк должен взять этот залог, квартиру, продать и в течение недели-двух получить 2 миллиона и Так что тогда нужно будет заемщику восстановить. Иметь, чтобы Значит, получить? заемщику нужно иметь залог, который значительно превышает по стоимости размер кредита, и это обеспечение должно быть ликвидным. Условно говоря, если у меня находится в наличии большой, огромный 2-3-этажный дом в деревне, да, действительно, он может стоить и 3 миллиона, и 5 миллионов, никто с этим не спорит, но банк не является покупателем, банку этот дом не нужен. В Абхазии распространено мнение, что каждый гражданин Абхазии имеет право и обязан получить от государства кредит. К сожалению, это неправда, такое не бывает. Гражданин Абхазии обязан получить пенсию, гражданин Абхазии обязан получить зарплату, если он работает. Но кредит – это сугубо коммерческий проект, это не бюджетный проект. Здесь, когда мы говорим о кредите, о кредитной политике государства, нельзя путать кредитную политику с социальной политикой. Это коммерческий банк, это частный банк, это риски и нет гарантии возврата денег. Для этого существует, и я так знаю, в этом году будет реализована программа, планируется, во всяком случае, Министерством экономики выделить средства из бюджета на поддержку сельского хозяйства. Но у такой программы другой статус. У этой программы будет статус поддержки социальной направленности. А мы говорим о банковском кредите, а он, к сожалению, только коммерческий. Здесь хладнокровный расчет, риски, возвратность, доходность, платность, срочность и так далее. Мы как раз-таки установили льготные ставки в ущерб для себя. Мы предоставляли кредиты по сельскому хозяйству под 6% годовых, хотя инфляция 16%. То есть нам выгоднее предоставить кредиты под более высокую, под 18%. И Банк Абхазии в прошлом году потерял порядка 20 миллионов рублей. Но еще раз хочу обратить внимание на то, что Национальный банк не коммерческая организация, мы не ориентированы на максимизацию прибыли. Для нас главное
запустить этот механизм кредитования. И мы, еще раз повторюсь, это будем делать и продолжать в случае, если у Банка Абхазии появятся дополнительные ресурсы. Ну, вот эти рамки, которые вы установили, я думаю, позволят вам избежать проблем, которые были несколько лет назад, когда были выданы населению кредиты, и до сих пор эти кредиты не возвращены государству. Многие, конечно, обижаются на то, что им не дают кредиты, что они не соответствуют требованиям, но в целом, когда остывают, люди понимают, что мы не можем безответственно, как говорят, раздать деньги. Не можем, потому что я, как председатель банка, отвечаю за их возвратность. Что такое деньги, которые я предоставляю в качестве кредита? Это чьи-то деньги, это деньги клиентов Банка Абхазии, да? И я должен своевременно их вернуть своим клиентам. Ни один клиент Банка Абхазии не должен пострадать от того, что Банк Абхазии проводит непродуманную кредитную политику. Даже если будет много денег в Банке Абхазии, легко получить кредит незаконно, без обеспечения не получится. Все равно нужно идти в рамках законодательства, которое существует в Республике Абхазия. Сейчас в мире сложная экономическая ситуация, курс российской валюты значительно снизился. Как эти процессы могут отразиться на работе Национального банка? Мы находимся, я еще раз подчеркну, относительно автономно из-за того, что наша банковская система очень слабо интегрирована в мировую финансовую систему. Те процессы, которые происходят на мировых финансовых рынках, и на российском финансовом, они очень опосредованно отражаются на нас. То есть, другое дело, что получается часто выгоднее, например, работать на валютном рынке, нежели кредитование. Вот если взять коммерческий банк, да, банк, который имел бы 30 миллионов рублей. Один банк дал кредиты на 30 миллионов рублей, выдал кредиты, а другой банк купил на 30 миллионов рублей $1 миллион. Через год доллар стал стоить 60 рублей, банк на курсовой разнице заработал 30 миллионов рублей. А тот банк, который выдал кредиты, сталкивается с проблемами невозвратов кредита. Вот в этом смысле девальвация валюты, она в какой-то момент сделала кредитование неинтересным и чуть-чуть увеличила стоимость валюты из-за роста инфляции. Но девальвация валюты приводит к тому, что абхазский экспорт становится очень поддержанным со стороны конкурентоспособности, он становится относительно дешевым. К нам приедут, и приехали в прошлом году, и в этом году большое количество туристов. И, безусловно, оживление экономики вызвано как раз-таки девальвацией рубля. Естественно, опять же, косвенно отразится на банковской системе, поскольку денежные средства попадут в систему, будут платежи, будут переводы, будет обслуживание банкоматов, посттерминальных устройств. И, естественно, система ощутить на себе оживление экономики в целом. Кстати, раз мы уже заговорили про платежи, известный ваш проект платежная система АПРА позволила вывести банковскую систему на новый уровень. Насколько это удобно, испытала на себе и наш корреспондент Альбина Жиба. Я предлагаю посмотреть материал, который она подготовила. Расплачиваться пластиковой картой совсем непривычное дело для нас. Невидимые деньги в руках, согласитесь, как-то странновато. Однако в наших кошельках наряду с обычными купюрами заняла место и она – карта АПРА. Электронные средства платежа давно не редкость во многих странах. Система безналичных платежей – это удобная, современная форма расчета. Нацбанк Абхазии ведет активную работу по переводу бюджетников и пенсионеров на пластиковые карты АПРА. Их использование дает возможность в любой момент обналичить деньги в банкомате, а также оплатить товары и услуги в местах, где установлены посттерминалы. Ничего, очень удобно, очень хорошо. Можно и в банкомате получить, можно и сюда прийти. Для пенсионеров это еще и возможность легко и быстро получить пенсию без очередей. Снять деньги можно будет в отделениях банка или банкомате в любой удобный день. Так можно избежать жутких очередей, да и нервы будут целы. Альбина Жиба специально для открытого вопроса. Насколько упростила жизнь простых людей, видно из репортажа. Как на вашей работе это отразится? Средства на реализацию этой системы были получены от Российской Федерации в рамках кредита между предоставленному Минфину Республики Абхазия
суммой в 700 миллионов рублей. Сейчас, кстати, мы этот кредит возвращаем. И одним из условий получения кредита и направления использования средств была реализация программы АПРА. Вот в 2010 году были сделаны инвестиции в этот проект, стали запускаться первые устройства, первые карточки, но на самом деле такое дыхание мы запустили вот в 2015 году, в прошлом, когда стали уже административно реализовывать программу по внедрению АПРА. Дело в том, что средства, на которые реализовалась программа, они были кредитными. Кредитные означает, что их надо использовать, заработать деньги и вернуть. Но если эту тему не развивать, то она сама по себе не будет развиваться. С чем столкнулся Национальный банк? Дело в том, что сами устройства, банкоматы, посттерминальные устройства должны приобретаться, устанавливаться коммерческими банками. Банк Абхазии не занимается оказанием таких услуг. Но дело в том, что это все затратно, и банкам невыгодно покупать миллионные банкоматы и обслуживать их, когда у населения нет карточек. Получается, мы не можем их заставить и мотивировать вкладываться. С другой стороны, население не хочет получать карточки, потому что нет этих устройств, получается замкнутый круг. И мы в качестве такого джентльменского соглашения пришли к выводу, что будем идти добровольно-принудительно. Это означает, что банкам сообщили, что мы будем внедрять карточки, готовьте инфраструктуру, а бюджетников и пенсионеров мы стали директивно переводить на карточный проект. И сегодня у нас в Абхазии около 25 тысяч держателей карт АПРА. И по прогнозу до конца года их будет около 40 тысяч человек. В ближайшие 2 месяца мы планируем перевести на карточки пенсионеров Гагарского района. Вот сейчас в марте часть пенсионеров Гагарского района получит пенсию уже на карточке. Параллельно с этим Минфин ведет работу по переводу бюджетников на карточки. И учитывая, что число держателей карт становится больше, сами коммерческие организации тоже добровольно участвуют в этом процессе. То есть как-то процесс оживился, и Национальный банк ведет работу по расширению функционала АПРА, чтобы держатели карт АПРА могли и расплачиваться в интернете, используя свои средства. Местные эксперты многие считают, что наши банки отстают от современных банков в плане оказания оперативных услуг. Я сейчас опять предлагаю вам посмотреть комментарий экономиста Арсо Хашпа. В основном современные банки – это высокотехнологичные компании, которые развивают свой спектр услуг в основном на базе каких-то высокотехнологичных платформ. То есть сегодня клиенту банка не обязательно приходить в банк в российский, достаточно иметь доступ в интернет и через интернет обслуживаться. В нашей банковской системе пока этот рывок технологический, он еще не совершен. У нас сегодня все еще клиент банка обязан с бумажным документом прийти в банк, подписаться там и тогда произвести какие-то транзакции, чтобы можно было из офиса производить какие-то платежи, расчеты. Иначе получается, что мы делаем огромное количество документов, подписываем, везем в банк. Если бумаги в банке нету, то банк тебя не обслуживает. То есть через интернет выход в банковский мир, в расчеты, он уже давно должен быть в абхазской банковской системе. Сможем ли мы в ближайшем будущем обойтись без бумажной волокиты и личного присутствия клиента? Я бы сказал так, безусловно, мы к этому должны стремиться, но Национальный банк с осторожностью подходит к этому вопросу. Дело в том, что коммерческие банки Абхазии по своей капитализации это мизерные банки. Не сравнить, я уже не говорю с мировыми, не сравнить с региональными российскими банками по масштабам. Процессы, которые связаны с технологизацией процесса, они очень дорогие. То есть неважно, это маленький банк или большой, если ты покупаешь программное обеспечение по защите информации банка, оно стоит одинаково, хоть для маленького банка, хоть для большого, затраты приблизительно сопоставимы. И поэтому нагрузка на реализацию этой IT-начиненности проекта, она очень большая и очень дорогая для абхазских банков. А не обеспечив защиту, запускать такие процессы, я считаю, преждевременно. Поэтому мы идем, безусловно, к этому процессу, но очень осторожно, подготавливая систему, и, естественно, в перспективе мы к ней придем. Но я бы не хотел, чтобы это было спонтанно, необдуманно и без
защиты, решения вопросов безопасности. И последний вопрос, который хотела бы я вам задать, про потребительские кредиты. Пока что этот процесс у нас в стране только начинает зарождаться, когда в других странах активно люди берут в кредиты любые товары в любых магазинах. Как с этим у нас дело обстоит? Эти процессы только в зачаточном состоянии находятся. Опять же, этим занимаются коммерческие банки. Потребительское кредитование некоторые банки реализовывают, но не все торговые предприятия готовы в этом участвовать, скажем, как и не все коммерческие банки. Мы со своей стороны, Национальный банк, тоже запустили одну программу в прошлом году по кредитованию под зарплату и пенсии. Сберегательный банк участвует в этой программе и Сухумбанк. Вот я, насколько знаю, два банка, которые предоставляют своим клиентам возможность получения кредита в размере 3 заработных плат или в сберегательном банке в размере 3 пенсий. И уже около 600 граждан Абхазии, но в основном это жители Сухума, около 600 человек, обратились за такими небольшими кредитами. Суммы, как правило, небольшие, они до 100 тысяч рублей. Но, тем не менее, это как раз-таки вот то направление, о котором мы говорим. Возможность доступа граждан к получению небольшого кредита. В перспективе эту тему Национальный банк планирует стимулировать, процесс развивать, подключать коммерческие банки. И я думаю, что в ближайшие годы мы увидим совершенно другую картину, когда и культура кредитования тоже будет внедрена в наше общество. Ислам Владиславович, у меня на этом все. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о проблемах банковской отрасли в Абхазии. С вами была Нала Мукба. До следующей пятницы.